В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Более 530 километров дорог отремонтируют в Якутии в 2022 году. Сотрудники МЧС проверили противопожарную безопасность в музее имени Ярославского. В Ленске продолжается мусорное противостояние. Будет ли решен вопрос в ближайшее время? Начнем с эпидобстановки в регионе. 284 новых случая коронавирусной инфекции выявили за минувшие сутки. В Якутске зарегистрировано 136 заболевших, 18 случаев выявили в Нерюнгринском районе, 17 в Алданском, 15 в Мегино-Кангаласском, 14 в Мирнинском, 11 в Сунтарском районе. По 9 заболевших обнаружили в Нюрбинском и Хангаласском районах, 7 в Ленском, 6 в Горном районе. От 1 до 5 инфицированных зарегистрировали в остальных районах республики. В республике продолжается кампания по вакцинации. И необходимо обратить внимание, что провакцинировано первым компонентом уже около 62% взрослого населения республики. Вчера в республику поступила дополнительно вакцина Гамма-Авиквакт 60 тысяч доз и Спутник Лайт 15 тысяч доз. Вакцина сегодня с утра доставляется в пункты вакцинации города Якутска сегодня, а завтра будет направлена в районы республики. Для всех, для ряда районов у нас сегодня открыты новые участки для вакцинации. Они в основном находятся в труднодоступных и отдаленных местностях. Музей имени Емельяна Ярославского проверили на противопожарную безопасность. По плану она проводится раз в 3 года. В ходе профилактического рейда сотрудник надзорной работы МЧС проверяет наличие во всех залах автоматической системы тушения, аварийных выходов и исправность системы оповещения эвакуации людей. Также особое внимание уделяется дежурному персоналу. Сотрудники должны знать правила пожарной безопасности и ход действия при случае чрезвычайной ситуации. По результатам проверки выявлены нарушения по путям эвакуации, то есть в тамбуре у них размещены посторонние предметы. В коридоре тоже перед тамбуром у них размещена мебель, которая мешает свободной эвакуации людей. Движение транспортных средств официально открыли по объездному шоссе в столице республики. Так снимается проблема въезда большого количества фур в Якутск. При этом нагрузка на городские дороги существенно снизится. Преимущество окружного шоссе и его технических характеристиках. Дорога протяженностью более 4 километров стала 4-полосной. Также параллельно с дорогой велось обустройство улицы, велодорожек и тротуаров. Порядка 832 миллионов рублей было потрачено, на капитальный ремонт, с учетом всего комплекса коммуникаций, которые на этом участке сегодня предусмотрены. А это практически все коммуникации: и газ, и вода, и электроснабжение, и освещение, ну и, соответственно, вся дорожная одежда, которая была расширена до 4 полос. Ну и в планах вообще на следующий год будет реализоваться данная программа и какие дороги будут отремонтированы? Ну, вообще данная программа, она сейчас утверждена до 2024 года. Городская агломерация также продолжает участвовать в национальном проекте. В следующем году предусматривается 34,5 километра мы должны ввести. Всего же около 535 километров автодорог отремонтируют в республике в следующем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Половина объема – это участки федеральных трасс Вилюй, Колыма и Лена. В текущем году в нормативное состояние было приведено более 178 километров федеральных трасс, а общий объем дорог, где велись ремонтные работы, равнялся более 500 километрам. Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году круглогодичное бесперебойное сообщение по федеральным автодорогам Лена, Вилюй и Колыма. Для этого региональный Минтранс планирует построить 4 мостовых перехода через реку Вилюй, еще один на реке Алдан. При этом круглогодичное сообщение по трассе Вилюй затрудняет автозимник протяженностью около 850 километров, расположенный на территории Иркутской области и Якутии. Там намерены построить круглогодичную дорогу.
В Ленске снова мусорные войны. Коммунальщики не могут договориться между собой или региональный оператор не справляется с поставленными перед ним задачами. В конфликт вступило и Министерство ЖКХ и энергетики республики. Как будет решен вопрос, в репортаже Анны Кожевниковой. Это центр города. Здесь в радиусе 300 метров находится несколько образовательных объектов. Мимо этой мусорки за день проходят сотни людей, как взрослых, так и детей. Вид, как и запах, нелицеприятный. К тому же большое скопление отходов становится излюбленным местом сбора собак, что составляет опасность для школьников. И такие переполненные баки можно встретить в каждом дворе многоэтажек, как в центре города, так и на его окраинах. Подобная ситуация преследует ленчан на протяжении всего года. Вот такой вот бардак у нас творится везде. Везде помойки, везде грязь, собаки все растаскивают. Это ужасно. Ну, я не знаю, ни с собаками борьбы, ни с помойками. У нас наш Ленск уже скоро утопнет в этих помойках. Наверное, люди-то деньги платят, да? Конечно, деньги-то не маленькие мы платим. Ну а что сделать? Не мне же их убирать. Так обращаюсь к управляющим компаниям, кому же еще обращаться? Посмотрите, что в подвалах творится, по сантехнике и так далее вообще у народа. Что в подвалах происходит, вот то же самое. У Миринского предприятия жилищного хозяйства, отвечающего за вывоз мусора, всегда есть причины. То техника сломана, то полигон не принимает, то погодные условия не позволяют вывозить мусор своевременно. Комментариев в СМИ представители регионального оператора не дают. Последний мусорный коллапс в диспетчерское предприятие связали с закрытым на выходные дни полигоном. Не вывозится мусор, потому что Овчинников не пускает наши машины на полигон. КАМАЗу нашему, который убирал крупногабарит и строительный мусор по городу, он вообще запретил въезд на территорию полигона, то есть свалки. Однако руководитель полигона, с которым заключен договор у регоператора, дает совершенно другое разъяснение по сложившейся ситуации. Согласно этого договора у нас прописан график, то есть 6 раз в неделю рекоператор заезжает, выходной суббота и с часу до 2 обед. Праздничные дни по согласованию сторон. До этого момента 10 месяцев мы работали ежедневно, запускали рекоператора. В принципе, я, насколько понимаю, никаких улучшений не было, да? Вот. Ну и хочу еще добавить следующее, что за все время работы рекоператором ни разу не было оплаты за данную услугу. С надзорными органами не раз были организованы рейды по точкам сбора твердобытовых отходов. Проводились совещания и направлялись письма в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Якутии. Недостаточно техники у регионального оператора. У него техники здесь, как говорится, впритык. 3 единицы. На сегодняшний день решение, я вижу таким образом, это увеличение работы полигона хотя бы до 22 часов, чтобы машины мусоровоза могли сделать еще один дополнительный рейс. Не осталось в стороне и Министерство ЖКХ и энергетики республики. Будет пересмотрено разделение Западной Якутии и определено 7 зон. Соответственно, назначат новых рекоператоров. В Ленском районе планируется строительство полигона и мусоросортировочного комплекса. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Институту гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера передали самую крупную в республике тач-панель музейной направленности. Подробнее об этом расскажет мой коллега Евгений Тайтонов. Женя, добрый день. Расскажи, где и как будут использовать новое оборудование. Здравствуй, Кристина. Мы сейчас находимся в Музее истории и академической науки имени Георгия Башарина, одного из основоположников института. В музее 3 зала. Первый посвящен истории изучения Якутии в 18-19 веке. Где сейчас мы во 2-м зале. Здесь материалы относятся к началу 20 века. 3-й зал уже посвящен основоположникам института и его научным направлениям. Хочу отметить, что в сентябре этого года некоммерческая автономная организация «Якутия-2022» выиграла грант главы республики на историко-географическое изучение территорий работы академического отряда Великой Северной экспедиции. В рамках этого гранта был приобретен, посмотрите, пожалуйста, вот этот тачпад. И подробнее о нем нам расскажет Илья Васильев, заведующий Музеем истории и науки Якутии имени Георгия Башарина. Илья Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Где и как вы будете использовать данный тачпад? Мы только получили новое оборудование, очень рады.
Ну, оборудование очень многофункциональное, и мы думаем, что он, конечно, расширит наши возможности нашего музея. Мы сможем больше материалов показывать для широкой публики по истории науки. И какие именно материалы будут храниться, представляться вот этом тачпаде? Ну, нам предстоит освоить программы для того, чтобы сделать вот продукты, рассчитанные на то, чтобы широкий зритель, особенно школьники, подрастающее поколение, могли самостоятельно ознакомиться с такими большими массивами материалов. Ну, у нас, конечно, кое-какой материал накоплен. Это, прежде всего, фотографии по истории Якутии в целом, и, конечно, по истории именно касаемой научных учреждений, истории экспедиции Академии наук, которые были в Якутии. Ну, вот это все мы показываем и будем показывать. Можете примерно показать, именно как работает тачпад? Так, мы здесь некоторые свои материалы поставили. Вот, например, стенды, которые мы делали по истории науки. Вот здесь можно видеть, что можно вот увеличивать и знакомиться. Можно добавить? Да. Ну, позволяет большой массив материалов показывать, да, в сжатом виде для широкого зрителя, чтобы зрители могли самостоятельно знакомиться с разделами музея. Спасибо большое. Я хочу отметить, что данным тачпадом в скором времени могут пользоваться школьники города Якутска, не только города Якутска, а все, можно сказать, жители республики. У меня на этом все. Кристина? Женя, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Евгений Тайтонов. Мы продолжаем. Межрегиональная научно-практическая конференция начала работу в Якутске в честь 80-летия со дня рождения выдающегося ученого, врача, педагога, спортсмена Алквиада Иванова и 20-летия со дня основания Якутского научного центра. Участники обсудят вопросы, касающиеся состояния и развития хирургии в нашей республике. Помимо этого, в конференции будут доклады, связанные о работе Алквиада Исидоровича. Он является автором более 120 научных работ, в том числе 3 монографий и 9 учебных методических пособий. Выполнял сложнейшие высокотехнологичные операции, имеет 4 патента Российской Федерации на изобретение. Ежегодная Олимпиада студентов медицинского института в этом году будет приурочена именно в его честь, а победителю вручат специальную статуэтку. Человек, который впервые в республике начал изучать проблему висцераптоза. Это очень сложная, серьезная, востребованная проблема была в то время. Не было никаких методов диагностики, лечения. И это все было разработано под его руководством. Это я считаю, что его огромное научное наследие. Старшее поколение его знает как выдающегося спортсмена, двукратного чемпиона России по вольной борьбе. Тему спорта папа никогда не терял, можно сказать, да, он всю свою жизнь подчеркивал, что именно благодаря спорту он добился в жизни многого. Фламинго Гришу перевезли в Мирный. Экзотическую птицу временно поместили в природном парке «Живые алмазы Якутии». По мнению экологов, там условия более подходящие. Напомним, в начале ноября розового фламинго нашли в Ленском районе недалеко от Чиндинского месторождения. Неравнодушные люди отогрели и приютили птицу в офисе местной столовой, дали имя Гриша. Ветеринары предположили, птенец отбился от стаи. В Ленске Гриша пробыл 2 дня, прошло 2 недели, а птица все еще ждет, когда ей найдут постоянное место жительства. На этом у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий.